100%. Баускулу. Стой так, Серый. Сережа. Жак, шумхако, шалак, рахфота, бран, сапсо, чиз, хеним, а? Бра, анасып. Уже реклама ассосфя. Мама пенсия сымал шумшан. Узги убрёб сазго. Пиджак какой-то имею, говорит, жарейк нахалка. Костюмы это не мое. А чарах уцозаряха. В чарах вот пиджак сымал, и все, хаки сымал. Пара сымал. Все, давайте, дайте команду. Иахьа ҳдырраҭара алидер далахуп Руслан Шьакаиа. Дазусҭаҳәа шәҵаауазар, уи Бабасик иоуп. Уажәшьҭа зегьы дыжәдырт ҳәа сгәахәит. Бзиала уаабеит. Бзиала ибаат. Сара насуҭҵаауа сандәықәла, унапы злакыз, узҿыз, узылгаз, адырраҭара сҽазыҟасҵон. Излеилыскааз ала даараӡа бзиа иубоит агитара ҿахәмарра, абас гитара. Ус еиԥш иҟаз фотосахьақәакгьы сымԥыхьашәеит. Избан изџьазшьаз, избанзар ҳара иаҳдыруеит Бабасик алаф иҳәоит. Ҳара даҳдыруеит Бабасик КВН аҿ дыхәмаруеит. Нас излеилыскааз ала Бабасик уи дхореографызаап зынӡаск. Заанатла дхореографызаап. Акәашара акәзаап дызҟазо, дипломгьы имоуп, асценаҿы дықәгылазар акәын, аха асценаҿы дкәашо аӡәгьы димбаӡац. Абас гитара дыхәмаруа дырдаруеит. Ишԥаҟалеи убас? Аханатә нас Культпросвет училище сталит нас школа ашьҭахь Сира Михаил иԥҳа анапхгаҩыс даман, директор. Убра хореографиатә факультет сталит, сагьалгеит. Уи зҭаххада хореографиатә факультет уҭалаз, абаҩхатәра умазма? Ей нас абри пластика рымҳәо, акәын, сшыхәыҷыз акәашареи ашәаҳәареи бзиа избон, алафҳәара хымԥада. Нас саналга Кавказ ансамбль напхгаҩыс даман Кандид Тарас иԥа, аԥсҭазаара далҵхьеит. Абри санахәаԥш, абри аҽеилаҳәара, арепетициа, састәагӡам сҳәеит. Убра убыс Кандид Тарас иԥа иҳәеит, абри аоркестр ахьо гитара ҳамаӡам. Гитара, бас-гитара ҳҭахуп иҳәеит. Сара хәыҷзак амц сҳәеит, сара издыруеит ахәмарра сҳәеит, бас-гитара. Снапы шьҭысхын, салагеит аҵара. Исцеит ирласны, нас ишԥасҳәари, урысшәала слух рҳәоит. Музыкальный слух сыман, исцеит иаразнак. Ахәмарра салаган, убыс салагеит аоркестр аҿы аус ура. Акәашара зынӡа саҟәыҵит. Ишԥасҳәар, нас ақәгыларахь ианцоз, еснагь нас акәашаҩцәа иргаӡомызт, сара сыргон. Убригьы нас... Уара бас-гитара ухьыхәмаруаз азоума узыргоз? Аоркестр аҿы, нас аоркестр зехьынџьара рҭахуп. Усҟан Оҭар Хәынҵариа ҳаман. Аоркестр аҿы аиҳабы Оҭар Хәынҵариа даҟан. Сара исмаҳаӡац аӡәы иҳәо саашьаны сзыкәашаӡомызт. Саашьон, уажәыгьы саашьот. Иманшәало азанааҭ сыԥшааит, бас-гитара. Уа нас имариоуп, ҩнотак оуп иаҭаху, убри нас исцеит иаразнак. Сҩызцәа зегьы икәашон, ишԥасҳәари, репетициақәа ҟарҵон, сара снеиуан, ԥшьаала стәаны бас-гитара сасуан, зехьынџьара сыргон. Нас удиплом ухы иабаурхәеи, уабакәашо? Хәыҷзак абри саналга Культпросвет училище. Ус акәым, уажәы уабакәашо? Абыржәы ачара ҿоума, асценаҿ ҳаи рҳәара амузыка аацәыргар узыкәашару? Хәыҷзак згәалаҟазаашьаны бзиа скәашот. Угәалаҟазаашьа бзианы иҟазҵои? Арыжәтә.
عرفت جبرة عرفت كوكا-كولا كخرم حزلت شاي ماما أيوة أبسو يحبط ناس أيوة ما تصارعوا زموي إشباس حريو ويستشنو بالغ زاشن بزي وقشوت دوس بزي يزبط ما قشرة إزبانزر جاري بزيني قشوت رورا أوبرت بارا ناس أتسقط شواخ سبالالوس سحوت قشوت زوم صورة ست بارو وحيد ويانا قوما كومبلكس ومو А комплекс Симон, я ще тебе Симон, аквашера заанатаджа, убысё на сабрия урусфила псифилис атрюк асцо. Аханату бри салагарстахынаха ваги кагялым зид и бас гитара яханаса. وبريكي زالم تزوخاشو زوم Ай الشرع ашар. Ну как-нибудь это Ага. пока. Ай подожди. أبريا عشرة Ашар, гадзароб. они كوي إزبار Ну, са финрала об ашара гадзароб, ханоху час финрала ган. نسوخم خذوه خاشو وبريا ماما؟ بان بياو جاشرة بس شاس يباولالي Ну, واب до وان сухас шака, ومزرقي ويز شبان بياو جبري قزشا Санги ашара улу. Ай, هو جو منانا داخل بشوز حضرت ترى ай نقول насыл швед. بس Сбыло ويب شاشو усадо. излаҟаиҵои акариера аҟазараҿы хызлааирԥшуеи даашьозар Заанат бзи убозар уахь именно, ну, уашьаӡом. Ишԥасҳәари нас? уахьымаашьо алаф аҿоума Алаф аҿы умаашьозгьы КВН узлалахәхоз актәи аканалаҿ узлақәгылоз уаҟа уаашьара цәырымҵӡеит Уагьы ашьара ыҟоуп, аха уа ишԥасҳәари, ари ҳанықәгылоз усҟан нас ишԥасҳәари, Аԥснынтәи нас ҳцон иаҳа паузу делаем, ответственность как? ҳаиасып аурыс бызшәахь Да, ҳаиасуама? ҳаиасуеит Мне тяжело видеть. Но с другой стороны, вот люди стесняются и поэтому не говорят. Лучше говорить вот так ломано, на ломаном. Сатам, вы разочарованы, я вижу, но... Как вы попали в КВН? Так, пойдем дальше. Шакая, Каджая, Чамба. Теорему Пифагора мне. Ага, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. Ну, работая в ансамбле в Кавказе, там, ну, всеми известный Тимур Таня, потом в будущем, который уже стал капитаном команды «Нарт» из Абхазии. Тимур Таня, Тимур Кюквискири, Алхаз Каджая, Даур Чамагуа. Они все танцевали в ансамбле «Кавказ». И параллельно мы все учились в АГУ, в Абхазском государственном университете. И при университете была команда «Нарты» из Абхазии. Нет, при университете не было команды еще «Нарты» из Абхазии. Там были студни, да, студенческие дни, и команда была от университета. И на базе этой команды уже создалась команда «Нарты» из Абхазии. Первым руководителем был Борис Саджатипа. Вот. Как его фамилия, Борина? Вора. Саджати, по-моему, Это фамилия, елки-палки. Я же говорю, Я это что-то фамилия. завис. Вот, Борис Саджатипа вот, был первым руководителем. Так как я всегда юморил и в ансамбле, то есть мне ничего не мешало. Вроде я закончил хореографический факультет, но потом стал на бас-гитаре играть. Ну, я всегда юморил, и в школе юморил. И, видимо, меня заметили ребята, пригласили в команду. И вот с этих пор мы стали играть в команде «Нарты» из Абхазии. То есть параллельно мы и учились, и команда была «Нарты» из Абхазии, еще мы работали в ансамбле, мы все успевали. И ну, к нам навстречу шли, то есть и в университете шли навстречу, и Кандид Тарасович навстречу Учились, вы тоже учились в университете? Да, в педагогическом факультете. Вы педагог еще по специальности? При педагогическом создали такой факультет, актерское отделение
открылась, вот, и я поступил именно на актерское отделение. Да, А у вас еще специальность да, актер? актер. Хорошо, вы помните ваш успех на КВН, когда вы попали на Первый канал и Да, уже конечно. стали известными как нарты из Абхазии? Как это забыть? Конечно, помню. Это вот, если вы помните, Маслякова сын открыл премьер-лигу. Она уже была на Первом канале. То есть мы играли сперва в Воронежской лиге. Она была не в эфире. И вот я помню, как нам позвонили, объявили, что, ребята, вы на Первом канале. Для нас это было вообще, не знаю, как сон, эйфория. Мы не верили, конечно, изначально, но не могли поверить, то есть, этому успеху. И мы уже выступали на Первом канале, нарты из Абхазии, представляли страну на федеральном канале. Это было очень Первый выход на сцену, волнение. волнительно, да. Кстати, я всегда, вот, мои друзья не дадут соврать, несмотря на то, что я юморил, я всегда боялся сцену, камеру. То есть это очень трудно было мне преодолеть этот страх. И только вот в театре я как-то стал этому учиться. То страх меня преследовал постоянно. Все тогда шло хорошо? Неплохо, конечно, шло Почему хорошо. тогда вы оставили КВН? Чуточку была эйфория, да, она всегда мешает. И вот в этой эйфории, как это объяснить? Правду говорить? Честно. Да, честно. Но получилось так, что ты становишься известным, какие-то поклонники появляются. И захотелось вот больше здесь находиться почему-то, нежели там. Это я сейчас понимаю, что глупость все это. Захотелось семью, да, вот. И как-то пришлось получилось так, что я женился. Я ушел больше в это. Вы выбрали любовь? Да. На тот момент мне казалось, что это правильно было, правильный поступок. И сейчас я ни о чем не жалею. Это все равно опыт. Вот. А потом, когда уже в вышку ребята попали, они меня пригласили опять. Пригласили. То есть они аргументировали это тем, что не хотелось бы им искать новых ребят. Ты проверенный. Давай, у нас высшая лига. Вот, я согласился. Это уже другой этап, это уже высшая лига, когда я второй раз вернулся в команду. А если бы это время было бы сейчас, учитывая ваш С моими опыт? мозгами сейчас? Да, вы остались бы играть до Я конца? больше скажу, наверное, так нельзя говорить. Сейчас у меня дети прекрасные, но я, наверное, не спешил бы вообще. Создавать семью? Еще чуть-чуть я всю правду рассказал. Мотор. Мотор, поехали, больше не мешать. Вот. Если бы это было бы сейчас... Я имею в виду, если бы такие мозги, как сейчас, то есть, оно все равно, конечно, все по-другому было бы. И может быть, я больше скажу, может быть, естественно, и в команде остался бы, на какие-то ситуации закрыл бы глаза, более мудро подошел бы, да. Тогда же мы молодые, горячие, что-то не понравилось, сразу могли вспылить. Сколько вам было лет, когда вы женились? Мне было 23, а когда я вернулся уже второй раз в команду, уже это было где-то 25 лет. Мне кажется, быть семейным в КВН очень сложно. Сложно. Вообще творческим людям, честно говоря, сложно. Поездки, гастроли. Потом в нашем обществе, наше общество вот только начинает созревать, то есть понимать, что это профессия. То есть юмор, это не легкомыслие какое-то, это все профессия. То есть это образ жизни. И что люди к этому относятся как к работе. То есть они утром встают, идут как на работу и устают. Некоторым кажется, что что там, а это надо писать. Мы ночами не спали. Тем более, когда за нами была целая республика, и редактора нам говорили, что что за ерунду вы привезли. Нам приходилось всю ночь переписывать, репетировать. Это ответственность большая.
Вот. И были перспективы остаться в Москве, писать командам, быть редакторами. Все это было, мы почему-то рвались обратно. Нам хотелось вот с этим успехом вернуться, здесь побыть, в нашем обществе, здесь принести пользу какую-то. У вас получалось тексты писать, раз предложили такую работу? Это очень сложно писать смешные тексты. Да, мы пришли, поначалу мы не понимали до конца эту структуру. То есть у нас было все, у нас была пластика, талант какой-то, ребята хорошо пели, танцевали, но не до конца понимали, как все это надо писать. И нам в помощь давали редакторов, с кем мы по сей день дружим. Там из Беларуси ребята у нас были. Вот, они нас научили этому. И так как мы были уже талантливые, наверное, сейчас это некрасиво говорить, мы быстро этому научились и стали уже сами писать. Простые абхазские ребята. Да. Вас никто не знал. Надеюсь, не обижаю этой фразой. В то время. Естественно, и вдруг просыпаетесь знаменитыми и с хорошими перспективами на будущее, Да. в том числе заработать деньги и попасть в шоу-бизнес, российский шоу-бизнес. Трудно выдержать бремя славы. 100%. Это как испытание, да, стать Это я известным сейчас человеком. понимаю, Тогда что... между вами не возникали конфликты? Конечно, возникали. Они возникали не только после того, как мы там стали известными. Это Трудно нормально. остаться Это как, командой. понимаете, это же семья. И я думаю, что никто не должен воспринимать, что кто-то плохой, кто-то хороший. В семье ругаются. И бывает жестко ругаются. И это то же самое. Мы обычная были семья. Мы 24 часа были вместе. У нас был друг, у которого мы жили всей командой. Мы уезжали за город, мы жили там, то есть мы готовили. Естественно, мы мужики, у нас и до драки доходило. Это нормально. То есть мы братья были. Мы ругались жестко. И тем более, когда еще и слава какая-то появилась, наверное, кто-то считал, что он правильнее говорит, кто-то считал, что... Что это его заслуга. Да, тогда, естественно, это цепляло, там обиды были кровные, там, я имею в виду сейчас образно говорю. Но на самом деле сейчас, когда ты понимаешь, это нормально, это семья. Как я мог бы с сестрой поругаться, с матерью поругаться, это нормально. Затем был проект «Баша Маша». А сейчас ты расслабишься, вытащишь все деньги, что есть у тебя в кармане, и дашь их мне. Все деньги. Дашь их мне. А теперь ты сядешь в машину, спокойно сядешь в машину и уедешь. Тебя здесь не было. Ты будешь любить милицию. Это продолжение КВН, это стремление к творчеству, сделать некое подобие КВНа, реализовать себя в этом жанре. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу сказать, что когда я уже второй раз ушел с КВН, я вообще, опять же, учитывая наше общество, что эта профессия, она, честно говоря, не особо и нужна была, нашему обществу. Я пытался заняться бизнесом, зарабатывать деньги, чтобы, наверное, как-то и доказать и в семье, и обществу, что я начал более серьезной профессией заниматься. Но творчество все равно преследовало. Я как-то это уже говорил в интервью. Творчество все равно меня преследовало. Как-то случайно мы встретились с Алхасом Каджаем. С Алхасом Анаргия, Эриком Микая. И тогда был директором телевидения Миквабия. Гурам Артемович. И он нам как-то сказал: ребята, давайте что-нибудь на телевидении, какую-нибудь юмористическую передачу сделайте. И мы как-то втроем собрались, придумали название,
начали писать сценарий. В итоге нас тогда проспонсировали Амобайл. В договоре это было так прописано, что это будет продукт абхазского телевидения. То есть ресурсами обеспечило нас абхазское телевидение. Кто был вашим оператором? Там в основном это был Ильдар Дамиров. Вот, Зоро Бюгва нам помогал. Дочь, как его, Алмазхан, дочь. И Зоро Бюгва и Ильдар Дамиров до сих пор работают у Да, нас. они до сих пор, мы друзья, общаемся. А кто там писал менялись, я не хочу, чтобы я не обидел, там еще и помогали нам ребята. А кто писал сценарий на Башамаша? Мы писали вместе, Я смотрю, мне смешно. Это вот настолько отражает наш менталитет. Это вот истории, которые происходят с нами каждый день. Высмеивать себя, мне кажется, это самая смешная большая конечно, шутка. это самое, я думаю, правильно. Я сейчас, может, это не скромно звучит, но я вот сейчас понимаю, что это очень нужный проект был. Мы именно брали темы такие социальные, которые необходимо. И они вот удивляешься, что до сих пор актуальные. Это и политика, и какие-то еще... антисоциальный характер антисоциальных людей. Вот особенно, вот вы часто играли, я не знаю, как это правильно сказать, ора, вот таких приплотненных персонажей. Свазров моменте, я блюза, я никогда мимо не пройду. Раз я уцелок геома здесь, ну код, живой перхага харовет, а умцан. Савара ушоза, руца, я сам чаличну. Короче, ютаху отца, сарараса отзамыз, лахама сагикс. Да, я играл персонажа, который живет романтикой такой, да, вот блатной романтикой. Ну, более он такой еще не городской парень, и по костюму это видно было, да. Я играл, да, такой образ у меня был. А вот эти персонажи, как получается, они такими реалистичными, смешными? Что-то вы от своей жизни берете? Конечно, это от своего вообще характера? все из жизни. Они же собирательные образы, мы кого-то вспоминаем, мы во время писанины мы смеемся, ржем, то есть это очень такое там, ну и разногласия бывают, но это весело, мы начинаем вспоминать какие-то конкретные ситуации, переводить это все на лист и уже снимать, то есть на камеру. Это была очень интересная работа. И я понимаю сейчас, что людям это было необходимо. Потому что я встречаю людей, которые спрашивают, а почему это закрылось. Это было 11 лет назад, кстати, это уже 11 лет прошло. Вот мы часто об этом думаем, на телевидении, правда, не хватает этого жанра. Но и людей, которые могут работать в таком жанре, не так много. Можно сказать, совсем единицы. Я бы так не сказал. Вы знаете, очень много талантливой у нас молодежи, очень много. Их надо просто... Я еще раз говорю, сегодня люди, когда создают семью, они попадают в общество, им сложно сделать это своей профессией. Некоторые люди очень зависимы от мнения общества, понимаете? И они хотят более такие профессии, где их серьезно будут воспринимать. Мы не все понимают, что на самом деле это серьезная профессия. Там нужно очень много трудиться, нужно много думать. Да, это не просто так. И вы правы, что не каждый на самом деле там, есть люди. То есть люди. Существует стереотип в нашем обществе, что если ты хорошо шутишь и шутишь на публику, то ты клоун? Да. Хотя клоун разве это плохо? Это профессия, это неплохо, это профессия, это реально профессия. И много можно называть имен людей, которые занимались. Никулин. Человек, который прошел войну.
имеет медали. Он был для всех, он и был и клоуном, и актером комедийным, и он и в драмах снимался, и неплохо снимался. Это фильм «Они сражались за Родину», кажется, да, вот. У него там роль То есть шикарная. то, что у нас этот жанр сейчас отсутствует, это вы считаете, что это связано с тем, что есть талантливые люди, но есть стереотипное отношение к этой профессии? Да, некоторым сложно перебороть это. И еще то, что это не востребовано. Вы И понимаете, неоплачиваемо. И неоплачиваемо. Конечно, не нужно это. Вот получается, что они не нужны. Ты должен чувствовать, что ты нужен. И поэтому и проект закрылся, по большому счету. Мы же там, если честно, это все, там больших денег мы не зарабатывали, это на энтузиазме все было. На энтузиазме долго не проживешь. Там даже дело не в деньгах. Ты должен понимать, что ты нужен обществу. Понимаете, это очень важно для человека. Вы оставили эту профессию, потому что вы поняли, что эта профессия не нужна обществу? Конечно, она не нужна. И вообще эти люди должны быть впереди, люди культуры. Это всегда, вы понимаете, в советское время люди искусства, люди культуры, они были на первом месте. Их вперед, то есть даже элементарно в наших традициях, их прислушивались. Тамадой выбирали не главу района, не депутата, выбирали актера, который Яве Кушин. Умеющий говорить. Конечно, и он понимал, о чем говорит. То есть это не набор фраз был, который вот у нас есть. Тосты, нам кажется, если мы знаем последовательность тостов, то мы что-то знаем. А там было не просто последовательность. Они рассуждали, они о чем-то говорили во время этого. Это же культура питья тоже была, не просто выпить. Все это мы потихоньку теряем. Эти люди должны быть впереди. Как вы попали в театр? Вы закончили актерское отделение в АГУ. Да. Дальше какое-то время вы не работали в театре. Вот в последние несколько лет вы появились в театре. Нас сразу приняли. Мне кажется, первые были. Это первый поток был. Нас сразу приняли. Естественно, там, где дипломные работы наши, мы ставили спектакли, сдавали. Нас сразу приняли. Я уже, честно говоря, какой год не помню. Вам нравится работать актером в театре? Очень. Это вам близко? Очень. А какие роли вы сыграли? У меня в основном это были комедии. У Мадины Аргун я играл. Дейлазгас. Потом, Драматические роли играли? У Ковы я играл, я играл в Махазе. Я играл директора магазина. Такой персонаж, да, его убивают там внутри, в этом спектакле. Вы говорили с мигрельским акцентом? Нет. Нет? Это не обязательно было. Я вначале, когда мне дали эту роль, во-первых, мне сложно было после Ромы Сабу играть, после такого актера, это мандраж такой был. И очень долгое время я понимал, что мне все равно некомфортно было. За все время, что я играл эту роль, я был собой доволен, наверное, 3 раза только. Это, такое в театре бывает. А что сложнее играть, драму или комедию? Я думаю, что комедию, наверное, сложнее все-таки. Это мое мнение. Сейчас меня могут осудить, но драму все равно там подворовать можно. То есть в каком смысле? Красивая музыка, декорации, там, не знаю, мизансцену такую придумать, чтобы зритель как-то почувствовал эту атмосферу. А вот рассмешить все-таки сложнее. Заплакать сложнее, чем рассмешить? Нет, рассмешить сложнее, мне кажется, все-таки. Заплакать, легче. Мне так кажется. Да, я хотела сказать, может, вам заплакать легче, чем... Нет, хотя наоборот должно быть. Вам, наверное, рассмешить все-таки легче.
А как сделать шутку смешной? Какая шутка самая смешная? Как это Не рассмешить? бывает такого, наверное. Почему один и тот же анекдот рассказывают два человека? У одного ты прям умираешь, до слез смеешься, а у другого да пытаешься понять. Не очень Это да тоже смешно. своего рода пластика, уметь. То есть, когда ты слышишь рассказчика, ты прям представляешь это все. Это тоже надо уметь. Хотя я анекдоты не силен в них, не очень люблю. У меня все-таки жанр такой импровизации. Но при этом мы рассказываем же, да, какие-то смешные ситуации, истории, но в этих смешных ситуациях мы от себя что-то добавляем. То есть преувеличиваем, более красочно ее рассказываем. А самой смешной шутки, наверное, нету такого, потому что публика разная. Это тоже, кстати, очень сложно. Почувствовать ее, понимать, стоит ли эту шутку именно применить или другую, это тоже, надо понимать. Публика очень разная. А чьи шутки вы слушаете? От чьих шуток вам очень смешно? Я просто услышу, мне смешно, не бывает такого. Мне, есть, например, от например, Харламова очень хорошо смеется. да, Не знаю. есть у него, да, и у новых сейчас стендаперы есть, молодые ребята очень смешные. Кстати, вы их смотрите? Comedy Club, Comedy Woman. Да, Comedy Club. Он как-то уже, там меньше стало у них, или они перестали что-то шутить. Но я в последнее время меньше смотрю Comedy Club, больше стендап комиков, так перелистываю. Умен, кстати, мне больше всегда нравился, потому что вот там вот видно, писали прям вот качественно. У них очень много хороших было сцен, постановок. Умен очень мне нравился. Вот если ребята у нас еще шутят в Абхазии, а я вот не знаю девушек, которые бы смешно шутили и в Вы этой же сфере представляете, себя если проявляли. ребятам сложно шутить, девочки тем более. Хотя, чтобы вы понимали, очень много девочек, у которых тоже пластика сумасшедшая. Но опять же, наше я, общество... например, знаю одну Эсма Джикарба. Она так умеет да, рассмешить. я тоже знаю. Очень да. острые. Не, девочки, я вам больше скажу. Кстати, они ваш новый гендиректор театра, он тоже очень острый на язык. Вы не замечали? Он умеет смешить я хорошо. так, к сожалению, близко не общался, но я пару раз, да, видел. Это же хорошо, когда у человека есть чувство. Во-первых, у человека, у которого есть чувство юмора, легче работать с ним и вести дела. Это самое главное качество. Я надеюсь, вам Потому всем что будет очень легко с много ним работать. комплексов у людей. Чем больше комплексов, тем сложнее им самим работать, и с ними сложно работать. Они всегда хотят показаться серьезными, правильными такими. Не это же самое главное. Главное подойти с любовью к своей работе и сделать все качественно. Умаащаква. Это не про меня. Какую роль вы хотели бы сыграть? Я? Да. Ой. Меня вот те роли, которые я играл, мне очень нравились. Такой мечты сейчас у меня, как вот стереотипы, что каждый актер хочет Гамлета сыграть, у меня такого нет. Не знаю, я... Коха Халагома или как, окей. Вот сейчас завершите мысль по поводу роли Да. какой-то, потом я... Мгм. Мгм. Можно, Сереженька? Все. То есть так этого мало, и ты думаешь, лишь бы дали роли. И ты будешь рад каждой роли. Я думаю, лишь бы дали роль. То есть пока За такого любую- нет, чтобы я выбирал каком, лишь бы дали роль. Вот сейчас за любую роль, да, возьметесь, если в Абхазском театре Да, жизнь если будет атмосфера кипеть? будет хорошая, здоровая, с удовольствием пришел бы на работу, и играл бы. Это же все отвлекает от нашей жизни. Там внутри атмосфера, если вот когда работаешь, атмосфера очень хорошая. От всего отвлекаешься полностью. Я смотрела ваш Инстаграм, там так много пародий, например, пародия про экскурсовода, я смеялась долго. Очень сложный жанр пародии. Вот у вас получается хорошо. Можете что-то продемонстрировать? Ой, а что именно?
Ну, того же экскурсовода или кого-то Экскурс- другого. Экскурсовода? Да. А вот у вас У меня ощущение, русским что акцентом. экскурсоводы, ну, те, которые давно работают, они, наверное, уже ненавидят людей. Представляете, одно и то же говорить постоянно. Типа, ну, вот справа мы наблюдаем произведение искусства, фонтаны, драматический театр имени Самсона Чанба. А чей ребенок там в фонтанах плескается? У них они, ну, злые такие сейчас, да? Ну, вот эти шутки, они приходят сразу, вот эти Ну да, диалоги в сразу. основном это вот, ну, это такая, это наблюдение. Наблюдение, и вот когда атмосфера хорошая, это импровизация такая проходит. На самом деле же я не придумываю это, мы их часто видим, экскурсоводов. Значит, вы Я просто- наблюдательны. Да, я очень люблю наблюдать за настроением человека, да, и вот я обращаю внимание, Мгм. как они это говорят. То есть это, знаете, это такое рутинное, такое каждый день. У него там, я не знаю, они уже пятые, наверное, да, и одни и те же места. И наверняка есть какие-то топ нелепых вопросов от отдыхающих, типа, а сколько кубометров воды в черном бассейне, да, так, или а сколько пальма растет. И его это злит, я вижу, вот, да, и я думаю, этих вопросов полно. А вы могли... А Абхазия это Грузия? Интересно, что Да, отвечают экскурсоводы. А вы могли бы вот сделать пародию на Анкваба? У него есть такая своя стилистика речи. Не, мне хочется еще пожить здесь, в Абхазии. Если Поэтому не я получится, мы воздержусь. вырежем. Давайте попробуем Нет, на на Александра Анкваба как-то, Анкваба. мне кажется, Кстати, ничего. он очень хорошо шутит. Да, я слышал, мне мама рассказывала, что... Не, ну и слышал, и видел, у него тонкий юмор, он так любит подкусить. Это тоже надо Вы не уметь. пробовали пародировать? Анкваба? Не, Анкваба нет. Как-то не задумывался даже об этом. Ну, можно, в смысле, можно, конечно. Если задаться этим, да, то можно. Вы сейчас не готовы. Сейчас не готов. Алхаса И Тюлогу. боюсь чуть-чуть. Ну, Алхаса. Тюлога, Алхаса Тюлогу. Алхаса не Ваш боюсь, новый но- директор, вы же его не боитесь. Если что, я смогу вас оправдать. Скажу, что я вынуждала. Ифин, да, хиягуб. Вообще можно всегда отмазаться, что и хиягуб. И людям, у которых проблемы, да, с... То есть Хиягуб это чтобы про вас сказать, да? Ну, конечно. Ну, на дураков же не обижаешься. То есть он может даже, я извиняюсь, там оскорбить кого-то. Ай, хиягуб, ничего страшного. Такая ситуация была. Я позвонил Омару Сангуле, и голосом Тото Аджипова, наш известный композитор, певец. Кстати, очень много хитов написал для нашей республики. Ну, я на его глазах вырос, он был директором капеллы в свое время. Это, ну, мы как одна семья. И я позвонил Омару Сангуле голосом Тото, типа, «Оля, Омар, у мальчика вино. И Умар такой в панике, есть сокопна. Оля, бля, ну такой самопущенный вот мальчик, Джергиумцан. Умар в панике такой мне по телефону. Я, говорит, уже мама Гагра с Саропанта Сумазом. Он, видимо, убежать хотел. Джергиумцан. Потом я уже его пожалел. Я говорю, Умар, это я, бабасик, не бежал. Ох, чтоб ты столько. Я, говорит, как испугался. А почему Умар хотел сбежать? Потому что... Нет, потому что он понимал, что сейчас надо будет написать, ну, то есть сесть за какое-то произведение. Не, он с удовольствием это сделал бы, я думаю, но, видимо, у него времени не было. Но тот наш Аджипу, он такой принципиальный мужчина, он мог бы прийти и заставить сесть за его произведение. Вот. И как-то я напугал этим Омара. Не, Омар с удовольствием. А так этим часто занят. кого-то разыгрываете? Часто, да. Но я люблю разыгрывать. Ну, естественно, это вот люди, которые меня понимают, которые на меня не обидятся. А было, чтобы так не поняли, даже обиделись? Ну, бывало, я вот даже... У меня в Инстаграме есть, я парня разыграл.
Он в Гале живет, то есть на акценте таком мингрельском. Он потом мне позвонил, ну, я с ним уже как бы, мы поняли друг друга. Я ему сказал, это всего лишь юмор, не обижайся. А Мы сделайте подружились. мингрельский акцент. А? Сделайте этот мингрельский акцент. Зачем все? Ну, я хочу услышать. Вот сейчас? Да. Ну, вот сейчас, когда вот сейчас телевидение вот здесь сидит, абхазский дед, зачем это делать, а? И у нас, ну, как бы, да, в Абхазии тоже делятся, да, на регионы гудаутские, ачамчирские, тоже часто прикалываемся. Ну, а гудаутцев такое, они быстренько так говорят, смягчают. Хачку жета, зуфтик дян, тофик дан, тофик зуфтик, хачку голанаса, испась халина, летен билей, та хачка. А чамчирская сторона более грубо так, там, типа закругленно так. Я хау Чамчира района Хада, иди гылы дауан би асша нас и талан, аграфет затянуто так более. Гудаутцев более так быстренько. Да, это Ну, интересно. сейчас это, ну, когда в какой-то ситуации более получается. Ну и когда Потом вы... вырежите, что-то у меня, кажется, не пошло. Вообще вырежите меня полностью. Видео с импровизацией. У вас много импровизации. Вот я видела видео про кошку. Это было смешно, Это просто вообще, смешно. да. А вот как вы вот быстро сориентируетесь? Вот можно снять это видео, это можно так, и это смешно. Ну, это очень, ну, там понятно, что это случайно совершенно, то есть там будки, где сигареты продают. Мы ночью остановились, я подошел к будке. Это было поздно, и хозяйка, ну, задремала. Так сказать. Ее кошечка заменила ее, так скажем, она так еще интересно, когда она всю жизнь продает сигареты. И я сразу начал с кошкой общаться, якобы просить у нее те сигареты, которые я хочу. Ну, естественно, там подружка в машине, кстати, которая ведет мою страницу, она сразу сориентировалась, включила камеру, и я уже на камеру начал работать, просить сигареты. Да, и это видео, как вы уже знаете, возымело такое... Резонанс. Да, да. Там и подписчиков сразу так много появилось. Кстати, мне звонили с Первого канала, приглашали на передачу. Там рубрика какая-то есть. Или не рубрика, а передача про животных, про вот эти съемки. Люди же выкладывают. Вот эти ваши подписчики, они вот реальные, Они не живые. накрученные, живые. Живые Вот, все. вот это что же говорит Не о боты. востребованности, что люди подписываются. Я тоже подписалась, когда увидела эти интересные видео. Когда грустно, можно зайти полистать, посмеяться. Ну, если я кому-то могу обрадовать, мне приятно. Но это у нас принцип такой, мы там не покупаем там боты. Я, честно говоря, особо в этом не разбираюсь. Это моя подруга этим занимается. Ну, те, кто есть, все живые. Их немного, но все наши, родные, живые. В семье все поют, и вы Да. поете. Как мама говорит, позор семьи про меня. Почему? Ну, потому что я не поступил в училище, не учился. Ну, от природы есть данные, так понимаю. Ну, есть что-то, да, так. А какие В песни узком любимые, какие песни вы поете, в какой ситуации поете? Ну, пою, семье. эстраду люблю. Ну, Я имею в виду, в семье, вот бывает, вот как-то я видела в видео, вы все вместе, Да, да, в поете? семье в основном это народные какие-то песни. Иногда балуемся, там что-то эстрадное поем. А так в основном народные песни. Но это, опять же, то, что я слышал в семье. Ну, у меня отец заслуженный. Ну, даже не в заслуженности дело, потому что у нас вообще в семье вот есть такой у нас ритуал, обряд, праздник наш абхазский, Жирныха. Кстати, 14 января и попадает на мой день рождения.
Каждый год мы собираемся в родовом селе, в селе Кутол. Мне очень нравится этот праздник, потому что это как-то нас объединяет. Мы все собираемся, общаемся. Этот кувшин закопанный там в земле. Это, все очень интересно. И там всегда еще, когда мы были маленькими, мы слышали, как наши взрослые пели. Папины братья, сестры, все умели петь. Как-то даже вот у нас в деревне говорят, что семья Шакая, вот они все такие были талантливые, все пели. Вот я с детства это слышал, просто на слуху. То есть я этому не учился, но пытался подражать. А когда уже, так скажем, прорезался голосочек, я тоже начал импровизировать, что-то пытаться петь. Не думали сделать это своей профессией? Почему-то нет, меня как-то унесло больше в юмор. Но это мне там пригодилось. Мы потому что на сцене пели. У вас две дочери. Как их зовут? Сколько им лет? Старшая Николь, младшая Нала. 16 лет и 12. Иду, что ты Я всегда задумываюсь. Да, 12. Абрже тихраку ханрылагу сагхот хочет сгару. А я хочу дизгару. Убхатшар рыцбахагу змеумаз. Ай хабу. Уиги да счет сосепш шабула пцарауис. Это мама сугару. Это адзгет. ويجي بس عاش الحوم علاف تجري Алаф لوما бзил бота, афшо хариг бзил бота хазана, занат лепш ялнух. يصدرتم زعما Ай. وراس عب بزيد زي بشروي ناسكي وسقوا بحوق خزوم عب بزيد شغوي Аурус ферсесер алома. احسن مش ريزيش Амладзо? يغلط زوم سحاري وزحومه بسيشلا Если схадзон. Все индивидуально, ты должен чувствовать своих детей и все. Но мне кажется так, что если ты вначале не покажешь им все-таки, да, что кто в семье там, да, даже не главный, а вот что у человека больше опыта, лучше его прислушиваться, то потом сложнее будет. ورا وتعطشا أبسنا يردرو كولتورة توسلشو Ай. يحاوزي بشدة قصشالة Хасчала сан яханас слепшу. урта культура пстазара чадаги, а политика пстазара чома граждан позиции снаги адр пшой. Уара и умума усу граждан позиции. Хымпада и сымо паха сара уи асыр пшует Схазарала. Казарала. схазарала. Дара нас яха ирхот ирюет интернета чо. Ишпас хали уиги уязыханги апыфяги рымоп, азинги рымоп. Штана сапсазар арбахет, апсназыханги аджабар бахет, азин рымоп. Сгуяна год. Бабасик бан пяу ахиц. Уя хуч ахц ирым то. Зерце. Создырзам. Руслана баху, бабасика баху. Ус халагар сабрайку их запахадима ярхона и тацача. Усланала гасаргиса балёня хаяр Иван Ихидзу. Ай, апсал бысырым. ус شتاي خلار حسشوت يحرق شان زوس حيكون شاش زي فرصوم جرا يبخو جرا حزرت شاش جرا يمن شالو لافك حزيتا وحر Бабасик санухуч из нас бабасик echt сыртит. Сандут дочекала салху. Абранас харзамана ткяна нас директор с хасабла сооп. Сшааться на стопа кабинета джа. Ауз зва ацгабдайт лхит. Амнал хит таквавик дайт лхит. Пантыша дабаал хит. Да, си раздаги лыскается на шлаку. Вас и салхан кунтыша. Бара кунтыша и сабхан бара ви ахчански ахц хашаров бара на. Сахил балак кунтыша дабаал.
Ну, вот такой вот. А дедушка, я не знаю, скажу это бабушке. Если я в деревне сам так,